Валера, вопрос такой. На сегодняшний день, есть ли у нас в Кабардино-Балкарии, в нашей республике, школы, где введено обязательное изучение родного языка? Кабардинского или балкарского? 3 года назад были приняты известные скандальные поправки в закон об образовании, после чего обучение родным языкам стало фактически необязательным. То есть ребенок, родители, они могут в качестве родного языка выбрать и русский язык. Первый год, вот, после введения этих поправок, в первый год в качестве родного языка русский язык выбрали 1300 детей кабардинцев и около 300 балкарских детей. А уже 3 года прошло, если память мне не изменяет, и мы не знаем. Такой статистики нет? Она Министерство образования или просвещения, нужно говорить. Она не предоставляет эту статистику. А вы обращались? Мы обращались. Мы непосредственно, вот у нас была встреча с министром, мы обращались, значит, и говорили ему об этом. Нам было обещано, что нам предоставят эту информацию. Нам ее не предоставили. Это не секретная информация, она не закрытая. На твой взгляд, в чем причина? Вот смотри, что говорят. Вот некая такая есть оперативная информация, например, что во второй год около 5000 детей, кабардинцев, балкарцев я не знаю сколько, якобы в качестве родного языка выбрали русский язык. Вот есть такая информация. Я, честно говоря, не хочу в это верить, но когда это информация от них, да? Ну, как бы официальная. Да? Неофициальная информация. Это неофициальная информация, но, понимаешь, люди, которые нам говорят об этом, они в качестве аргумента приводят, а почему они не предоставляют, говорят. Вот если мы говорим о своих сомнениях, они говорят, а почему они не предоставляют тогда эту информацию? Поэтому она может оказаться правдоподобной, и это очень печально. Для нас абсолютно очевидно, что это не добровольный выбор на самом деле. В легкой форме оказывается давление, это у нас такая информация есть, им говорят, что детям, родителям это будет благом для ваших детей. Вот там говорят учителя, да? Ну, да, учителя разные, эти деятели, которые... Ну, такие примеры были, да? Да, конечно. Но они, понимаешь, эти родители, вот кто нам предоставляет эту информацию, они боятся публично об этом говорить, они не говорят. Понятно. Помнишь вот этот скандал в 14-й гимназии, который был? Это было до принятия этих поправок, понимаешь? Вот директор этой гимназии провела абсолютно незаконно, это было все доказано, незаконно, провела опрос среди детей, и под давлением 211 человек отказались в старших классах обучаться родным языкам. 211 кабардинцев и балкарцев. Это такой факт был. Поэтому, значит, такая вот ситуация. И там другие проблемы, понимаешь? Время, выделяемое на обучение родным языкам, она каждый год сокращается. Тиражи книг сокращаются, которые выходят на отделение кабардинского языка и литературы, балкарского языка и литературы. В КБГУ? Да. Количество абитуриентов, количество поступающих падает. Вот в 90-е годы это решалось на государственном уровне, да, и эти вопросы
Значит, вот я сам был участник всех этих движений, я хорошо знаю, как это решалось. Это решалось на государственном уровне. Значит, обучение было обязательным. И вот у нас были, Хагапсоев был такой министр образования, таких больше нету. И вот мы с ним решали все эти вопросы. Вот какой-нибудь инцидент в какой-то школе, в каком-то поселении, там где-то... Ущемление, если, да? Да, и он вызывал директора, вызывал там разных чиновников, которые к этому имели отношение, и вот он говорил, в чем проблема? Он так говорил примерно. Если есть родители, которые не хотят, чтобы их дети обучались, значит, вы им не так объясняете. Потому что обучение у нас обязательное. Язык является государственным. Если вы не можете решать эти вопросы, пишите заявление и уходите. Вот, и он это объяснял, что это и есть государственный подход. А сейчас, смотри, я уже говорил, что сократилось количество часов, да? Количество часов студентов, не абитуриентов, а желающих поступить. Студентов, которых значит, принимали на отделение. А там была еще начальное обучение, педагогика, подготовительное даже? Нет, именно начального обучения, где эти педагоги получали высшее образование. Это отделение полностью закрыто. Полностью, в педучилище тоже готовили преподавателей родных языков. Это тоже закрыто. То есть, я как понимаю, Валера, сегодня ни в одной из школ республики не изучают, обязательно не изучают родной язык. Этого нет. Закон этого не предусматривает. Закон не понимаешь? Вот. Да. И здесь я еще раз хочу сказать, понимаешь, мы об этом очень много говорили, писали. Здесь возникло, не только здесь, во всей стране возникло целое движение. Дело в том, что принятие этих поправок грубо противоречит Конституции России, противоречило конституциям республик, которые входят в состав России, решениям конституционных судов, Конституционного суда России, конституционных судов республик, субъектов, ряда субъектов. Вот, несмотря на это было принято. И эти установки идут из федерального центра.